В исправительных учреждениях УФСИН Чувашия на сегодняшний день содержится около 4200 осужденных, 21 из которых осуждены за преступления террористической направленности. Во всех колониях большое внимание уделяется вопросам организации досуга осужденных, где созданы необходимые условия для того, чтобы они могли проявить и развить свои творческие способности, фантазию и умения. Одним из наиболее эффективных направлений в работе с осужденными является кружковая деятельность, которая функционирует более 10. Следует отметить, что в исправительной колонии номер 5 общего режима содержатся впервые осужденные женщины, которые нуждаются в поддержке и раскрытии своих качеств. Анастасия Боброва, которой дали 4 года, за высоким забором оказалась в 2020 году. Осужденная на личном опыте прошла процесс вербовки в террористы, а также подобным способом привлекала иных лиц к незаконной террористической деятельности. 3 года назад в интернете мне написал молодой человек. Мы начали с ним общаться. Примерно через месяц он начал скидывать мне видео и музыку террористического характера. И я не заметила, как начала вербовать других людей, но было уже поздно. В стенах колонии я полностью осознала свою ошибку и раскаиваюсь в содеянном. В первую очередь я хочу обратиться к молодым людям, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Не заходите на подозрительные сайты и не доверяйте незнакомым людям. И если вы обнаружили информацию подобного характера, обратитесь сразу в полицию, чтобы спасти других. Тех, кто в первый раз приступил закон, участвуя в деятельности запрещенных в стране организаций, берут под особый контроль. В исправительном учреждении с ними по специальной программе работают сотрудники, психологи и воспитатели. Такая работа с первых дней велась и с Анастасией Бобровой. Осужденная Боброва прибыла в КК-5 в мае 2020 года. Сразу же была поставлена на профилактический учет как склонная к экстремистской идеологии. За время отбывания наказания в КК-5 проявила себя с положительной стороны, добросовестно относилась к труду, принимала активное участие в массовых мероприятиях, поддерживала социальные связи со своими родными и близкими. Неоднократно с ней проводились беседы с священнослужителями, которые принесли положительный результат. В настоящее время Боброва полностью отказалась от своих преступных намерений. Сотрудники колонии считают, что к концу срока осужденные должны быть полностью сформированы общественно полезные качества и навыки. Для духовного роста осужденных имеется библиотека в каждом учреждении, книжный фонд, который насчитывает более 90 тысяч книг различной литературы. Вся проводимая работа – надежный инструмент в деле возвращения в общество законопослушных граждан. Немаловажную задачу в ресоциализации осужденных играет и психологическая лаборатория. С осужденной Бобровой Анастасией Владимировной, психологами нашего учреждения, за время пребывания ее в учреждении было проведено 72 психокоррекционных, психопрофилактических и психодиагностических мероприятия. Также она участвовала в базовой типовой программе, направленной на профилактику совершения преступлений экстремистской и террористической направленности. В данный момент она у нас участвует в индивидуальной программе психологической коррекции личности. В исправительной колонии номер 5 активно действует кружок ландшафтного дизайна. Отряд, в котором отбывает наказание Анастасия Боброва, занимает лидирующие позиции по озеленению территории в учреждении. Также во всех исправительных учреждениях проходят занятия по подготовке осужденных к освобождению. Отбыть наказание и измениться психологически, получить навыки, открыть в себе таланты, научиться жить по-новому и стремиться к лучшему – вот основные задачи уголовно-исполнительной системы.